Спасибо за приглашение. Всегда важно обсуждать, проговаривать какие-то вещи, когда в обществе есть какая-то напряженность, да, всегда очень важно. Но вот при всем уважении к организаторам и вот к этой повестке, честно говоря, я хочу сказать, что не вижу ни политических, ни даже юридических оснований для того, чтобы выносить вот эти два пункта в общенациональную повестку дня. Но начнем с первого пункта. Общественная поддержка действий Российской Федерации по защите и сохранению суверенитета. Я неоднократно говорил об этом, и хочу еще раз повторить, что наши дружеские, добрососедские, партнерские, союзнические отношения, просто братские отношения с Российской Федерацией зиждутся на таком фундаменте, который не может быть формализован, написан даже каким-то документом или какой-то акцией общественной поддержки. Я уточню, о чем идет речь. Это общее культурное, языковое, образовательное пространство. Более шире, это общее пространство исторических судеб. В конце концов, это участие в нескольких войнах, где мы плечом к плечу сражались вместе с русскими ребятами. Вот здесь командиры присутствуют. Я думаю, в каждом из ваших подразделений были русские добровольцы. Я думаю, вы прекрасно помните, как они воевали и умирали здесь. Это вообще чем-нибудь может быть измерено, оценено и так далее. Какая-то акция может подтвердить вот эту нашу преданность, которая там была написана кровью. Именно это обстоятельство и нашло подтверждение в 2008 году, а может еще и раньше, когда Владимир Путин пошел к власти, он повернул вот эту линию отношений Российской Федерации и Республики Абхазия. А в 2008 году это было зафиксировано в качестве международного документа о признании или о совместном признании наших государств. Но Республика Абхазия сделала еще и больше и раньше. Начиная с 2003 года, именно наша страна, мы будем говорить прямо, вопреки внешней политике правительства Бориса Ельцина, негласно, или никто нас об этом не просил, но отстаивали внешнеполитические, военные и экономические интересы Российской Федерации на вот этом рубеже Южного Кавказа. Если мы тогда, вопреки всем, в том числе и тогдашнему правительству Российской Федерации, так не уперлись бы во главе с нашим руководством, с нашими ветеранами, которые в один плечом к плечу стояли, и не стояли бы эти интересы, я не знаю, как сегодня бы развивалась эта международная политика. Какая была международная карта мира, по крайней мере, региональная. Так что я хочу сказать, что Республика Абхазия и граждане Республики Абхазия от мала до велика, по-моему, никому ничего не должны. Они занимали и занимают четкую, ясную внешнеполитическую и региональную позицию, и нам могут быть только благодарны за это правильное, четкое понимание того, нашего места, нашей роли и наших дружеских, добрососедских отношений. Вот теперь говорилось там несколько слов по поводу военной составляющей. Мы ничего не можем там и так далее, и так далее. Хочу вам сказать, что вам помогут только в одном случае. И не важно, о чем идет речь. О экономике, о политике, внешней политике, о военной сфере. Только в одном случае. Если вы готовы сами себя защищать, сами себя представлять, сами себя развивать. Если вы этого не делаете, если вы к этому не готовы, если каждый раз, когда меняется внешнеполитический контекст, вы начинаете вот так вот вилять, никто вам не поможет. В этом смысле я не согласен, когда говорят, что наша армия, наши вооруженные силы ничего не могут по сравнению с Республикой Грузия и так далее, и так далее. Просто я реально видел прямые выступления официальных лиц по этому поводу. Я хочу сказать, что это не так. Я сейчас не хочу говорить здесь лишнего, но у меня есть кое-какая информация. Я считаю, что в рамках наших вооруженных сил, и как справедливо отметил Александр Алексеевич, благодаря тем молодым людям, которые прошли прекрасное обучение, стали высокопрофессиональными военными специалистами,
у нас все-таки есть неплохая база для нашей безопасности. Да, многое надо сделать. И мы об этом говорим открыто. Может, нам надо собраться это обсудить. Давайте пересмотрим наш бюджет. Я лично за то, чтобы на 1/3 урезать все расходы на все министерства и передать это Министерству обороны. Да, наверное, под контролем компетентных органов. Но сегодня, в связи с тем, что геополитическая ситуация меняется быстро, что идет эскалация международной обстановки, мы должны принимать вот такие вот экстраординарные и срочные меры. Вот об этом давайте будем говорить. Я сейчас не хочу это слишком много распространяться, здесь очень много присутствующих. И второй вопрос, что я хочу сказать. Вот по поводу моратория на такую вот публичную там митинговую деятельность, если там прямо говорить, да. Если даже мы с вами вот здесь вот, политические экторы или общественные экторы, договоримся об этом, я хочу сказать, что никакой наш договор не защитит никакую власть от народа, если эта власть некомпетентна и не представляет интересы этого народа. Если своими действиями внешнего, там, внутреннего характера она прямо противоречит интересам граждан, Конституции, целостности, суверенитету этого государства. Я это говорю как пример, я не хочу прямо указывать на что-то. Просто самым лучшим способом сохранить стабильность в обществе и сделать так, чтобы люди никуда не выходили. Ну что, они сумасшедшие, делать им нечего на улице выходить, митинговать, там что-то требовать, штурмовать, я не знаю. Люди никогда не хотят этого. Пожалуйста, проводите адекватную экономическую политику. Что-то было обещано, но ничего не видим. Военную политику, политику в сфере внешней политики и так далее, и так далее. И последнее, что я хочу сказать, вот если слышал фразу «союзное государство». Я считаю, что интересы народа Абхазии, всех национальностей, которые здесь проживают, а также нашей диаспоры, а также наших братьев абазин и кабардинцев на Северном Кавказе, добровольцев, которые сажались за нас со всех уголков мира, в том числе и Российской Федерации, будут наилучшим образом защищены в рамках сегодняшней действующей модели нашей Конституции. Если кто-то считает, что мы не в состоянии ее отстоять, пускай отходят в сторону и дадут возможность тем, кто считает, что может это сделать. Наши ребята, и все мы вместе, вот здесь присутствуете, именно это поставили во главу угла в 1992 году. Но если бы это было иначе, наверное, мы там договорились бы с кем-нибудь. Наверное, согласились бы на уговоры Козырева и так далее, Ельцина, давайте, мол, создайте там конфедеративное государство. Мы же не согласились. Это же в основу было положено. Говорят, вот мы много ничего не смогли за 30 лет, кое-что смогли. А если мы не смогли, вот есть следующее поколение, вот они сидят здесь, которые получили образование, которые настоящие патриоты, слава Богу, это нам удалось воспитать их. Они сделают. Я не сторонник того, чтобы вот этот наш статус как-то разменивать в связи с появившимися внешнеполитическими факторами, изменять нашу внутреннюю повестку дня. Это, знаете как, это не просто популизм, это опасный популизм. Я надеюсь, что наше руководство и граждане Абхазии понимают это. Спасибо.